Собрание оппозиционных политических партий и общественных организаций инициировано руководством АРУА, Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Причиной тому, по словам Тимура Гулия, стало игнорирование президентом Абхазии предыдущих обращений, касавшихся действий первого вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут. Министр внутренних дел в бытность председателя СГБ заявлял по абхазскому телевидению об антироссийских настроениях в Абхазии, как о главной угрозе государственности, тем самым искусственно формируя отрицательный имидж страны. Все мы помним, как министр внутренних дел пытался ввести на территорию суверенной Абхазии иностранную гвардию с полицейскими функциями. Министр не понял, что эти действия по своей сути означают передачу части внутренних полномочий по обеспечению правопорядка внешним силам. Приходом данного лица на руководящую должность силовые структуры все чаще действуют не в интересах Абхазии, а в интересах внешних проектов и привезенных политтехнологий. Последние события в парламенте опять связаны с министром внутренних дел, который спровоцировал инцидент, приведший к ухудшению отношений с нашим главным союзником и братским народом России. Даже бывший президент Бжани за свою бытность в подобных ситуациях принимал волевое решение и отправлял министра в отставку, тем самым снижая градус общественного напряжения. Особое беспокойство, по словам главы АРУА, вызывает отсутствие эффективной помощи многодетным матерям Абхазии, попавшим под уголовное преследование в России за получение пособий и материнского капитала. Вместо урегулирования данной ситуации президент Абхазии неоднократно обращается к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выдаче водительских удостоверений. Данный подход вызывает недоумение. Приоритет запросов на получение водительских удостоверений над решением проблем многодетных матерей, оказавшихся под следствием, ставит под сомнение реальные шаги по поддержке демографии, о которой так часто говорит руководство Абхазии. Важно, чтобы руководство Абхазии оказала реальную заботу о многодетных семьях, ища пути для урегулирования их правового статуса и защиты их интересов, а не концентрируясь на выдаче документов, которые хотя и важны, но не решают основополагающие трудности. Я абсолютно уверен, что президент Российской Федерации Владимир Путин не отказал бы абхазским многодетным семьям в помощи, если бы такая просьба была бы сформулирована конкретно и адресована по существу. Руководитель общественной организации Айтгылара, депутат парламента Кан Кварча, призвал сотрудников прокуратуры, МВД, администрации президента и судей Абхазии услышать доводы оппозиции и встать на защиту Конституции и народа. Сегодня в свободной Абхазии появились предатели, которые сдают граждан Абхазии другому государству. В российских СМИ дают интервью и обвиняют оппозиционных настроенных часть населения в связи с западными спецслужбами. Предатели, которые тайком от всех договаривались ввести российскую гвардию на территорию суверенной Абхазии. Завозили политтехнологов и, нарушая законодательство, вмешивали их в избирательную кампанию. А теперь, ссылаясь на удобство граждан, кстати, нарушая законодательство Российской Федерации и Республики Абхазия, раздают паспорта другого государства. Экс-депутаты парламента Алхаз Джинджолия и Илья Гуния в своих выступлениях подчеркнули, что в структуре новой власти осталось много сторонников предыдущего президента Абхазии Аслана Бжания, готовых продолжать его пагубную политику по выявлению врагов народа внутри Абхазии. Несоблюдение закона, к сожалению, стало нормой и используется чаще в своих корыстных интересах. Участились случаи избирательного подхода, связанные с наркотиками, авариями, стрельбой, избиением, вымогательством. Начались и конфликты внутри самого ведомства с сотрудниками. Последние события, связанные с выдачей прав и внутренних паспортов, а также конфликт в парламенте, лишь усугубили без того непростое положение. Это вызвало непонимание и негатив и у российской стороны. Обычно реакция на такого рода провалы в работе – это увольнение. Так мне казалось до момента, пока я не посмотрел большое интервью с президентом. Тогда я понял, проблема системная. Аслан Бжаня никуда не ушел, его дело живо. Люди, чьей поддержкой он пользовался в своих антинародных инициативах, все на своих местах.
а президент, размышляя о накопившихся проблемах, оперирует категориями, далекими от законности и государства. Замглавы общественной организации Айтгылара Эшсоу Какалия прокомментировал заявление президента Бадры Гумба, прозвучавшее в ходе его интервью абхазской государственной телерадиокомпании. В этом же интервью Бадра Зурабович говорил о паспортизации, о том, что он будет просить президента и так далее. Хочу сообщить, что в соответствии с Конституцией Республики Абхазия действует принцип разделения властей на исполнительную власть, законодательную и судебную. Он возглавляет исполнительную ветвь власти, а исполнительная ветвь власти должна обеспечивать законодательное урегулирование вопросов, которыми она занимается. Вот если бы наша власть урегулировала этот вопрос паспортизации, не возникла бы необходимость просить кого-то, привлекать кого-то и так далее. На сегодняшний день паспортизация, проходящая в Республике Абхазия, незаконна. Этот вопрос исполнительная власть не урегулировала. Понимаете, это очень важный вопрос. И когда мы говорим о нарушениях законов власти, необходимо на это реагировать. Именно из-за отказа власти реагировать на те нарушения, о которых мы говорим, потом им приходится привлекать нас и так далее, и так далее. Вот все, что происходит сегодня, это из-за того, что власть отказалась реагировать на те нарушения, о которых мы заявляем. Представитель общественного движения Ахяца, экс-депутата Ахрабжани, отметил: мы не можем не учитывать интересы соседей, но их надо учитывать, а не заменять ими свои собственные. Когда глава государства говорит, что его соотечественники мечтают как можно проще получить иностранный паспорт, он закладывает мину под эти символы. Именно из-за таких оценок, а также неоднократных подобных высказываний прежней администрации, у наших соседей в Российской Федерации сложилось ощущение, что мы тяготимся независимости, устали от нее, что она у нас непосильная ноша. Ну а когда это ощущение сталкивается с реальностью, происходят кризисы. Пицунский кризис, кризис недвижимости, кризис иноагентства, кризис инвестиций. И в таком случае, кто несет ответственность за ставший очевидным недопонимание между нашими странами? Власть или оппозиция? Председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барцец подчеркнул: не может абхазский народ жить в несправедливости и допустить несправедливость. Пора уже это понять всем. Списки наших граждан с подробными личными данными составляли и передавали именно абхазские чиновники. Все это сопровождается травлей в анонимных телеграм-каналах, как и при Бжане. В подобных действиях нет намека на государственное мышление. Особенно, когда доносы на собственных граждан в иное государство пишут те, кто должен служить стране и защищать интересы граждан. Их цели не изменились. Это любой ценой продолжить курс прежнего руководителя на создание олигархического режима в интересах узкой группы теневых дельцов, используя как инструмент дезинформацию руководства России. Ложь, клевета, развешивание ярлыков иноагентов Запада, Турции и продолжению утверждения на наличие антироссийских настроений в Абхазии – это их стиль как последователи политики Бжаня. Они не поняли, что народ отверг эту политику, и эти чиновники готовят реванш на ближайших парламентских выборах, что мы не допустим. В завершение встречи Аслан Барцец огласил резолюцию с требованием отставки главы администрации президента Беслана Эшба и министра внутренних дел Роберта Киут. Мы заявляем сохранение в команде президента представителей прежней администрации, поддерживавших антинародные инициативы экс-президента, блокируют позитивные изменения и подрывают доверие к власти. Настаиваем на немедленном отстранении от должности вице-премьера, министра внутренних дел Киут РВ и руководителя администрации президента ЭшББФ. Их дальнейшее пребывание во власти несовместимо с курсом на обновление и национальное примирение. Призываем Генеральную прокуратуру дать правовую оценку
действиям указанных лиц в период их работы в правительстве, а парламент Республики Абхазия использовать все конституционные механизмы контроля для обеспечения реальных кадровых изменений. Резолюцию единогласно поддержали представители партии «Форум народного единства» и общественных организаций Айтгылара, Аруа, Апсуарымч, Ахеца, Амта и Абхазское народное движение. Надежда Боровикова, Арестит Каракасиди, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.